Сценаристом нового сериала на BBC под названием «Будет больно» является Адам Кей. Кто он такой? Адам Кей был младшим врачом в Великобритании, прежде чем сменить свою профессию на написание комедий. Он участвовал в популярных британских юмористических передачах. Сериал «Будет больно» основан на книге с таким же названием за авторством Адама Кея, в которой он рассказывает о причинах, побудивших его поступить в медицинскую школу, а также о причинах, побудивших его сменить эту профессию. Кей использует свои навыки комедийного писателя, чтобы превратить свой опыт работы младшим врачом в уморительную, но достаточно тревожную, открывающую глаза о работе младшего врача в Национальной службе здравоохранения Англии. На протяжении всей своей карьеры врач должен размышлять о своей работе, чтобы учиться на своих ошибках и совершенствовать свою практику. Эти размышления и сохраняются в портфолио, которое регулярно пересматривается. Медицинские учебные заведения также начали включать рефлексивную практику в свои учебные программы, чтобы студенты-медики привыкли размышлять о своем опыте. В результате у Адама Кея были записаны многолетние встречи, готовые к тому, чтобы самые лучшие, самые смешные истории были прочитаны широкой публике. Чтобы защитить конфиденциальность пациентов, Кей никогда не называет имен, вместо этого он использует совершенно случайный набор подобранных инициалов для описания людей. Кей рассказывает о плюсах и минусах работы врачом, от принятия родов до сообщения каких-то плохих прискорбных новостей. Он рассказывает о том, какой порыв испытал впервые в жизни, спасая пациента в ночную смену, и как с годами он обрел уверенность в себе. Он также рассказывает и делится о сложном балансе между работой и личной жизнью, когда он был младшим врачом. Это привело к практически полному отсутствию социальной жизни, но с другой стороны позволило ему сэкономить и заработать денег. Борьба за баланс между работой и жизнью привела к пропуску праздников, мальчишников, видеться с друзьями, свиданий, в конечном итоге довольно серьезному и болезненному разрыву длительных отношений. Однако Кей также рассказывает о товариществе между медицинскими работниками и о том, как они извлекают пользу из долгих рабочих часов, особенно в моменты, когда они работают на Новый год. В его книге, на которой основан сериал, описаны уморительные истории о недоразумениях и ошибках, которые приводят к неизбежной госпитализации. Также в книге рассказывается о странных вещах, застрявших не в тех местах, и о людях, попавших в необычные затруднительные ситуации. Пациенты могут неправильно истолковать или полностью игнорировать инструкции, последствия которых позволяют только позже оценить их, когда уже неизбежно вынуждены посетить отделение скорой помощи для получения медицинских услуг. Трудно представить, как врачам удается сохранять спокойствие, когда они сталкиваются с некоторыми ситуациями, описанными в этой книге и показанными в сериале. Эти истории заставляют о них говорить и смеяться вслух или рассказать друзьям об увиденном на экране. Среди истерических анекдотов есть истории, которые разрывают сердце, но также по-настоящему согревают. Особенно запоминаются истории не о фантастических медицинских подвигах, а о подлинной искренней человечности. Я объяснил, что некоторым пациентам просто необходимо, чтобы кто-то выслушал их проблемы, помог снять беспокойство. Во многих случаях Кей, он не знал правильного ответа на все вопросы пациентов, но он находил время, чтобы выслушать их. Умение слушать — это ценный инструмент, который легко упускается из виду. Книга и сериал дают интересное представление о работе Национальной службы здравоохранения Англии, как положительное, так и отрицательное, насколько хорошо работает команда врачей, и до разочарования Адама Кея бюрократии между несколькими правовыми институтами, которые не функционируют слаженно, а по большей части иногда кажется, что они друг другу больше мешают, ставят палки в колеса, и все это цена человеческой жизни. Кей рассказывает о том, как многопрофильные команды работают вместе, каждый член команды выполняет свою часть работы, чтобы эффективно справляться с различными ситуациями. Упоминаются системы поддержки персонала, когда начинающие врачи могут спросить совета у более старших врачей. Кроме того, Кей регулярно высмеивает систему информационных технологий в Национальной службе здравоохранения Англии, которая постоянно усложняла его жизнь. Кроме того, Кей собрал свои истории о том времени, когда он работал на Новый год, и написал небольшую книгу под названием «Ночная смена перед Рождеством». Она похожа на «Будет больно», но намного короче и посвящена праздничному периоду. Это приятное чтение, которое можно прочитать как вместе с первой книгой Кея, так и отдельно от нее. В целом, сочетание мрачных, сухих, юмористических и серьезных историй дает отрезвляющее представление о том, каково это работать младшим врачом в Великобритании. Эта книга, а также и сериал «Будет больно» в равной степени сочетание смешного и трагичного предлагает как раз
то количество смеха и юмора, которое поможет зрителю менее слезливо пережить тяжелые истории. This is Gonna Hurt, что на русский переводится как «Будет больно», это отличная книга и сериал для начинающих студентов-медиков, дающая пищу для размышлений, наталкивает на какие-то мысли перед поступлением в медицинскую школу. Кей дает уникальный взгляд на жизнь младшего врача, что особенно полезно для тех, кто надеется пойти по этому карьерному пути, особенно для тех, кто не знает никого в медицинской профессии из этой области. Главного героя в сериале «Будет больно» играет Бен Уишоу, наиболее известный по роли в фильме «Парфюмер». Ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот ролик. Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео с этого канала. Делитесь в комментариях мнением о сериале или о книге «Будет больно». А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.